В рамках нашего министерства для поддержки предпринимателей мобилизованных мы сразу же организовали информационную консультационную поддержку для того, чтобы призываемые предприниматели четко понимали, как в дальнейшем поступить со своим бизнесом, какие им необходимо организационные моменты реализовать. Кроме того, мы разработали и уже апробировали образовательную программу для тех лиц, которые остаются взамен мобилизованных предпринимателей. Ну и в части финансовой поддержки нами принято решение по реализации механизма налоговых каникул для тех предпринимателей, которые являются заемщиками в Фонде развития предпринимательства и мобилизованы. Кроме того, в рамках партийного проекта партии «Единая Россия» мы совместно с Фондом развития предпринимательства приняли решение о финансовой поддержке наших мобилизованных граждан республики. В частности, социальным предприятиям, местным производителям компании КР будет пошито порядка 25 комплектов одежды, обмундирования, снаряжения и спальников для мобилизованных граждан. Кроме того, было передано в фонд республиканский более 40 кнопочных мобильных телефонов. Основное входное окно для любых консультаций у нас является центр «Мой бизнес», то есть предприниматели могут обращаться туда. Кроме того, есть республиканский телефон мобильной помощи, это 122 номер. Да? И на портале малого и среднего предпринимательства мы создали специальный информационный раздел, где предприниматель может получить любую информацию по тем либо иным вопросам, связанным с мобилизацией. На выделенные фондом 250 тысяч рублей, фондом поддержки предпринимательства, мы готовим 25 комплектов. Здесь в комплекте будут входить вот спальные мешки такие, да, утепленные, так, лежаки, сидушки, аптечки, так, рюкзаки такие, и балаклавы. 6 предметов, 25 комплектов. Мы где-то с 26 числа уже работаем. Создались на базе общественного движения, которое занималось тушением лесных пожаров. На сегодняшний день мы направили груз помощи во Владивосток, в Хабаровск, Еврейский автономный округ, в Улан-Удэ. В военных частях мы даже вот выезжали в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Выезжали и с Куркутовым Георгием, он от Общественной палаты, и с Лютым Валерием Алексеевичем, который представляет Общероссийский народный фронт. Ну, я от движения при поддержке моей организации ГАО «Якутия-Ресурс». И встретились с ребятами. Ребята очень рады, они, в принципе, там живут неплохо, их хорошо кормят, дали обмундирование, но вот наша помощь, она была, конечно, не лишней. И они очень были рады, наверное, не столько тому, что мы им привезли, сколько тому, что республика о них помнит, о них думает, и у них настрой такой боевой, хороший. Мы, конечно же, передали, что все мы за них молимся, чтобы они здоровыми, живыми вернулись в свои семьи домой, в нашу республику. Фонд предпринимательства привез нам очень необходимые телефоны кнопочные, их не хватает нашим бойцам. Я думаю, что этот почин также подхватят и другие предприниматели и смогут принимать активное участие в формировании нашей, скажем так, такой помощи. Работа оперштаба идет постоянно во главе с Георгием Николаевичем Михайловым, руководителем администрации главы и правительства. И все секретари местных отделений со всех районов нашей республики, они сейчас собирают сбор. У нас есть сегодня в партии федеральный партийный проект предпринимательства. Координатором данного проекта является генеральный директор Фонда предпринимательства республики Максимов Петр Федорович. Как и в 40-х годах, во время Великой Отечественной войны, все наши сограждане, они помогали всем тылам. И очень важно, чтобы в этой борьбе принимал каждый из нас. Не только в тылу, но и на фронте.